Преемственная связь – это основа любого государства, сказала кандидат философских наук, доцент кафедры политологии и социологии Абхазского госуниверситета Далила Пилия, выступая на круглом столе, посвященном памяти видного государственного и политического деятеля, ученого и писателя, человека, внесшего неоценимый вклад в развитие нашей страны, Михаила Тимуровича Бгашба. Сегодня, 16 мая, минуло ровно 110 лет со дня рождения этого поистине удивительного человека, оставившего практически необъятное творческое и общественное наследие в истории Абхазии. Как рассказала Далила Пилия, в 1958 году Михаил Бгашба был избран секретарем обкома партии республики. Он занял этот ответственный и важный пост в крайне непростое время. Первый указ, который он издает, остановить налогообложение этнических абхазов. По всей Абхазии за 20 лет, естественно, не разрешалось то-то, 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 то-то по отношению к абхазиям. Вы знаете историю Абхазии хорошо. Он первым издал указ, начиная от села, заканчивая работниками обкома партии, чтобы все на руководящих постах были только этнические абхазы. После Второй мировой войны, после всех ужасов, ничего не было. Начинается строительство 3-4-этажных домов. Он сам ходил по всему городу и проверял, как идет строительство. Впервые в жизни поэты, писатели, художники получили от государства квартиры. Михаил Тимурович был большим патриотом, талантливым политиком, но прежде всего его имя связывают с культурным возрождением Абхазии, ведь он искренне переживал за сохранность и развитие именно сферы культуры и искусства. Наш абхазский драмтеатр уже было решено в Тбилиси, должны были назвать именем Ильи Чавчавадзе. Когда он это понял, быстренько собрал коллектив театра, пригласил людей от партии, и было принято решение назвать именем первого абхазского драматурга Самсона Чанба. Наша Амра, любимая и преподаватели, и студенческая, это по его инициативе было построено. Михаил Бгашба был автором монографий, человеком искусства, науки, человеком, высоко чтящим богатое наследие своей родины, ее историю и культуру. Как рассказала Далила Пилия, именно благодаря ему во дворе Института ботаники был установлен памятник Нестору Лакоба. Появились всеми любимые культурные места и многое другое. На место, где был после Тбилиси отравленный и перевезен Нестор Лакоба, вы знаете из истории Абхазии, его выкопали, там целые проблемы были. Он первым велел построить у входа в Институт ботаники, ботанический сад, мы говорим, памятник, который сейчас стоит. Человек, который сделал так много для Абхазии, для абхазов. Мы очень надеемся, что администрация нашего города, нашей страны, политики, государственные деятели поддержат, хотя бы, чтобы появилась мемориальная доска, что в этом доме жил заслуженный такой-то человек. От строительства самых культовых мест, известных каждому жителю и гостю страны, до важных, справедливых политических решений. О неоценимом вкладе Михаила Бгашба в развитие Абхазии можно говорить долго. Ведь помимо всего перечисленного, всего, что он сделал для своей родины, Михаил Тимурович занимался наукой и выпустил несколько монографий. Его деятельность – это была деятельность человека, который был непосредственно связан с реабилитацией абхазского народа после тяжелейших репрессий, которые абхазский народ пережил. И человек, не будучи, в общем-то, зоологом в буквальном смысле, он сумел поднять вот этот пласт, и вот выходит его книга, которая называется «Арде наша хёд». И удивительно, значит, то, что, во-первых, выбор названий, и он дает почти 100 названий видов птиц на абхазском языке. Самое трудное, что было поднято им и разработано, это пласт, связанный с названием рыб. Потому что вышла еще одна книга Апсыцка,
значит, которая была связана с переводом на абхазский язык названий рыб. Как отметил Роман Дбар, Михаил Бгашба внес значительный вклад в развитие абхазской науки. Он буквально закрывал существующие бреши, порой и не обладая всей полнотой данных или специализированными навыками. Он просто фактически закрывал бреши, которые существовали в культурно- и цивилизационном, значит, поле. Это был очень яркий человек, очень талантливый и понимавший многие тонкие аспекты того, как должен развиваться народ. На мероприятии, посвященном памяти Михаила Тимуровича Бгашба, с докладами также выступили директор Института ботаники Эдуард Губас, доктор филологических наук, заслуженный журналист Абхазии Екатерина Бебия и заместитель главы администрации столицы Автандил Сурманидзе. В выступлении он особо подчеркнул, что администрация полностью поддерживает идею установления памятной доски или бюста на доме Михаила Бгашба. Рада Чачава и Нала Гухава, Абаза ТВ.